Депутат Госдумы Муслим Татриев оказал гуманитарную помощь Сунжинской центральной районной больнице. Так реализуется всероссийская акция содействия медикам «Мы вместе». Продукты питания, воду, средства индивидуальной защиты передали вместе с волонтерами молодой гвардии. Репортаж Дианы Дударовой. На прошлой неделе всероссийскую акцию «Мы вместе» возобновили на федеральном уровне. Напомним, она стартовала в марте прошлого года. Тогда объединились около 200 тысяч волонтеров. Оказывали различную помощь пожилым и маломобильным гражданам, малоимущим семьям и медикам. В нелегкое время пандемии эти мероприятия показали, что мы не одиноки и в беде друг друга не оставим. Очередная «Газель», забитая продуктами, заехала сегодня во двор Сунжинской ЦРБ. К доброй акции присоединился депутат Государственной Думы Муслим Татриев. Навестил медучреждение совместно с волонтерами молодой гвардии. Фрукты, мясо, овощи, вода, сладости для всех, и медиков, и пациентов, а также более 5000 средств индивидуальной защиты в рамках акции передают медучреждению. Это не первая гуманитарная помощь, которую оказывает Муслим Татриев ковидным бойцам. Хочется еще раз поблагодарить за их действительно, я повторюсь, героизм, который они проявляют. Мы все понимаем, что всего медперсонала, у них есть семьи, они выходят оттуда домой и, конечно же, переживают, чтобы не заразить домашних, у них есть дома у каждого старшего поколения. Никогда не отказывают в помощи и выражают гражданскую ответственность, как всегда, волонтеры. Добровольцы из волонтерского движения «Молодая гвардия Единой России» с самого начала пандемии доставляли продукты и лекарства, бесплатно раздавали средства защиты и не только. Такое объединение силы и поддержка друг друга, уверенные, стали решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией. Именно в этой акции мы хотим поблагодарить врачей, которые жертвуют своей жизнью, работают на красной зоне и спасают людей, которые больны ковидом. Если не мы, кто поддержит наших врачей? Потому что эта работа сложна, они жертвуют своей жизнью, у них дома свои же семьи есть, при этом они помогают нашим больным людям. Эту поддержку чувствуют и ценят сами медики. Любой жест внимания, каждое доброе слово, признаются, стимулирует и придает сил бороться с тяжелой и непредсказуемой инфекцией. В ходе акции депутат Госдумы пообщался с медиками, поблагодарил их за упорный труд. Со слов главного врача, с самого начала пандемии их больница не обделена вниманием. Как и все остальные, в первые месяцы борьбы с коронавирусом они столкнулись с нехваткой средств индивидуальной защиты. Также медучреждение остро нуждалось в аппаратах ИВЛ. Благодаря содействию федерального центра, руководства республики, а также наших меценатов, эти проблемы были полностью решены. С этой болезнью ничего не предсказуемо. Вроде бы бывает больной, идет на поправку, а резко потом становится плохо. Понимаете, это вот такой болезни еще не было. И я думаю, что медицина не знает ничего, чтобы сравнить с этой болезнью. Поэтому любое внимание, которое нам оказывается и продуктами, то ли это СИЗами, всегда мы воспринимаем, конечно, что о нас заботятся, что мы не одни боремся с этой болезнью. Что все вместе, я думаю, так только мы можем и победить. Всего в Сунжинской больнице развернуто 100 ковидных коек. На стационарном лечении находится 64 человека. Со слов врачей, ситуация в целом тяжелая. Число больных уже несколько месяцев не сокращается. Поэтому настоятельно призывают жителей соблюдать противоковидные меры и, конечно же, вакцинироваться. Диана Дударова, Рамзан Зурабов. Новости 24.